У нас ситуация без особых изменений. Сейчас в основном работа проводится по выявлению и локализации тех контактов, которые были у ранее выявленных 7 больных. По ним работа проводится, практически все контакты выявлены. К сожалению, конечно же, при обходе этих контактов выявляют случаи, когда люди отказываются сдавать анализы, люди отказываются каким-то образом обследоваться. Конечно же, коллеги, это абсолютно недопустимо. Так, в обязательном порядке надо понимать, что это в первую очередь тем самым эти люди ставят под угрозу жизнь и здоровье и самих себя, и самое главное, своих родных и близких. Поэтому я думаю, что здесь мы будем жестко эти все противодействия пресекать. Конечно, этого не хотелось бы. Принципы понимания есть, но такие единичные случаи, к сожалению, встречаются. Хочу также сказать, что очень важное мероприятие, которое у нас в республике в целом по стране началось, это самоизоляция тех наших соотечественников, которые прибыли из-за границы в течение последних 2 недель. Только в Якутске, точнее по республике, у нас с 18 по сегодняшний день таких людей, которые приехали и срок пересечения границы которых менее 2 недель, 208 человек. И это по состоянию на сегодняшнее утро. Это только жители Якутии. Я не говорю об иностранцах, которые сюда приезжают. По иностранцам там регламент достаточно жестко и выработан уже. Они сразу помещаются в обсерватор или на изоляцию. Еще раз говорю, по иностранцам, если есть четкий такой уже механизм локализации их, и он работает, то по нашим соотечественникам, по россиянам, конечно же, по жителям Якутии есть регламенты именно самоизоляции, и это обязательно нужно соблюдать. У нас, к сожалению, уже сегодня есть случаи, в том числе в близлежащих к городу Якутску районах, когда люди приехали из-за границы, якобы самоизолировались, но почему-то самоизоляцию принимают как отпуск. Так, на работу не ходят, но по магазинам ходят. И вчера у нас есть случай, когда женщина слегла с большой температурой, и сейчас она под подозрением, она прибыла в страну из-за границы буквально несколько дней назад. Но еще раз говорю, это очень неправильное отношение. Самоизоляция – это именно самоизоляция. Человек не должен из дома, из квартиры выходить. И поэтому просьба и родных, и близких, таких людей, которые прилетают из-за границы, это правильно понимать и добиваться, чтобы человек уходил на самоизоляцию. У нас также, к сожалению, есть один случай подозрения на наличие положительной реакции по анализу как раз у женщины, которая прибыла из-за границы, якутянки из Соединенных Штатов Америки. Но она проявила очень такую, скажем так, высокую ответственность, все сделала правильно, приехала, сразу же самоизолировалась, сообщила о приезде из страны, у нее взяли анализ. Сейчас там определенные процедуры идут, но так как она ни с кем не контактировала, то абсолютно никаких там угроз того, что она могла эту инфекцию в случае ее обнаружения передать, нету, например. Поэтому в этом случае, коллеги, еще раз говорю, надо понимать, что речь о самоизоляции идет очень серьезно, потому что анализ, который сегодня в стране проводится по свыше чем 300 случаев выявления коронавирусной инфекции, он говорит о том, что абсолютное большинство – это наши сограждане, которые приехали из-за границы, из тех стран, где коронавирусная инфекция сегодня распространена. Поэтому здесь очень важно это все соблюдать. И на самом деле, еще раз говорю, жизнь и родных, и близких, и окружающих этих людей во многом зависит от того, насколько люди эти будут наблюдать этот режим самоизоляции.